Ее имя знакомо без привлечения, наверное, каждому жителю нашей республики. Вот уже много лет она, меняя разные роли, работает всего лишь на одну цель – на будущее Якутии. Но мало кто знает, что скрывается за важными, но порой не всегда популярными решениями. Чем живет единственная женщина-заместитель председателя правительства Якутии, когда закрывает двери рабочего кабинета? Кто такая Ольга Валерьевна Балабкина? Я часто начинаю эту программу с фразы про плотный график нашего героя. Но в этот раз все будет совсем по-другому. Следите за руками, точнее, за расписанием. В 9 утра совещание по новым дополнительным местам для свадебных церемоний. Спустя полчаса совещание в парламенте. Мы встречаем Ольгу Валерьевну у ее кабинета в Доме правительства и стартуем буквально с места в карьер. По пути небольшой экскурс в историю. Доброе утро, Ольга Валерьевна, еще раз. Доброе утро. Как настроение? Прекрасно. Весна радует. У вас как? Конечно. А как может быть настроение перед 8 марта? Ну, только под меня может сыграть сигнализация. Сигнализация. Если сигнализация... Под парой, как говорится, да? Ольга Если Валерьевна. сигнализация, то нужно принимать все меры. Ну вот и будем принимать. Ольга Валерьевна, мы с вами сегодня в Доме правительства, идем в парламент. Что для вас значит эти коридоры? Ну, это прежде всего коридоры, в которых я выросла как государственный служащий, старшего референта, главного специалиста до заместителя председателя правительства. И, безусловно, всегда хочется понимать, что трепет того, что ты находишься в этом здании, в котором принимаются самые важные решения, это достаточно такая серьезная история, и ее должен испытывать, наверное, каждый, потому что ведь это базовая история. Ну вот мое место проведения брифингов. То место, откуда вас узнали? Да, откуда меня узнали, видели все. Да, поэтому здесь вопросов нет никаких. Практически каждый житель республики в 9 утра с 2020 года видел Именно вот здесь, это был наш телевизоре. выход. Ну вот вы знаете, что у нас здесь председатели правительства все находятся. Для меня очень важно это место, потому что с частью из председателей правительства непосредственно я работала сама лично, знаю сама, и в правительстве Амосова, в первом правительстве Амосова трудился мой прадед. Я вообще предпочитаю начинать любое личностное интервью с погружения в детство. Вот, как говорил один известный писатель, все мы родом оттуда, вы в данном случае родом из Нижнего Куранаха. Всегда интересно, а каким вы его вспоминаете, каким он был в вашем детстве? Для меня Нижний Куранах – это, безусловно, не пафосные слова о том, что это малая родина. Это, прежде всего, место моего рождения, место моей силы, потому что это место, где познакомились мои родители, где я родилась, где родился мой младший брат. Нижний Куранах – это для меня место, где я сформировалась как личность, где получила свои первые жизненные уроки. Нижний Куранах – спокойное место. Я его застала в период процветания поселка. Это достаточно такое уютное, комфортный населенный пункт, почти такого городского типа, можно сказать, да. И в нем достаточно благополучные семьи, у которых устойчивые браки практически все, в общем-то, такие прям длящиеся достаточно долго. И, конечно, человеческая дружба. Вот что такое для меня Нижний Куранах. Выросли там. Дальше у вас по книге идет хронология, на которой я основываюсь, наше с вами интервью. Учеба в школе. Вы сами пишете о том, что учились хорошо, но не без, так скажем, огрехов поведения, даже дрались периодически. Я дралась за справедливость. Вот, я про это и хочу спросить. Именно за справедливость, потому что во всем должна быть справедливость. Я хорошо помню этот свой жизненный урок. Но больше всего я помню не то, что я там пошла драться, а те слова, которые мне сказала мама 7-летнему ребенку, о том, что когда ее вызвали к директору, она сказала: вообще-то подралась ты, почему должна идти я? То есть с детства было заложено, что правда всегда должна... Правда должна, и сам отвечаешь за свои поступки. У тебя никто не будет отвечать за твои поступки, и ты несешь ответственность. И ответственность я понесла, я месяц была наказана. Я сидела дома, меня никуда не выпускали, все пошли на приезжий цирк. Дальше юрфак. Мне всегда было интересно люди, которые выбирают юридический факультет, с чем связано
такое решение, это же получается вы постоянно где-то в середине конфликта. То есть для кого-то вы всегда хорошая, для кого-то вы всегда плохая. Это такое ощущение, что ты повторяешь слова моей мамы, да? Возможно. Да. Когда выбирала я профессию, да, я понимала, что и мне постоянно об этом мама тоже говорила, о том, что... Я честно не знал. Да, что ты не будешь нехорошей, ты будешь для одной стороны хорошей, для другой стороны ты будешь плохой, и нужно иметь стойкость для того, чтобы это выдержать. Я всегда говорила о том, что справедливость, она всегда является мерилом, да, и в любом случае в стороне плохого, хорошего в праве нет. Есть законность, интересы людей, и они должны соблюдаться. И после школы я 2 года проработав в суде, очень многие говорят о том, что если поработаешь в суде, узнаешь там какую-то изнанку жизни. Я действительно ее узнала, но не потеряла интереса к юридической специальности. А за что любите юриспруденцию? Я люблю юриспруденцию за логику. То есть, я беру любую. Очень многие люди сейчас являются юристами-прикладниками, как будто бы по жизни, да, и говорят такие вещи, я тут прочитал закон, да, закон это не книжка на ночь. Да, это не сказка какая-то. Его невозможно читать от запятой до запятой. Каждая норма, изложенная в законе, она имеет строгую структуру, логически выверенную. В ней есть 3 составные части. И юрист не читает закон. Юрист его разъясняет, понимает и раскладывает, исходя из той нормы, которая там написана. И поэтому, безусловно, каким-то таким даже иногда раздражающим фактором лично для меня является, когда многие говорят: что вы там не видите, что написано, в законе? Я говорю, я вижу, что там написано. Вы неправильно читаете. Я говорю, я его не читаю, я его знаю. Да, очень многие, когда мы поступали на юрфак, говорили, это же нужно знать такое количество базовых законов, но нам в жизни повезло, мы на первом курсе столкнулись с 2 уникальными преподавателями, профессор Миронов и профессор Федоров, Михаил Михайлович. В этом году Михаилу Михайловичу исполняется 105 лет, и буквально сегодня утром с Петром Гоголевым, тоже с его учеником, сейчас, председателем Конституционного совета, обсуждали, конечно же, мероприятия, которые связаны с его юбилеем. Да? И профессора, они всегда говорили о том, что ваша задача научить право, получить базовые знания по праву. Остальное все в прикладном порядке решится. И там, опять же, справедливость, законность, логика, защита интересов слабого. А главное, публичное выше, чем частное. И это базовая позиция. Право одного заканчивается, определенного рода, границы одного заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Знаю. Да, и об этом мы всегда забываем. То есть мы выбираем для себя какие-то комфортные условия и не иногда нарушаем границы другого человека. И требуем этого, требуем этого от власти, от муниципалитетов, но есть еще и большинство. Может быть, оно не настолько ярко выражает свое мнение, но оно есть, и его интересы нужно смотреть. Я знаете, почему спросил про эту позицию, оказывается, про которую вам еще говорила ваша мама, постоянно между. Помогло впоследствии уже принимать эту позицию, получается, частое в ней нахождение, принимать не совсем популярные решения? Нет, конечно, помогло, потому что я четко знаю, какой шаг и какой результат в принятии того или иного решения. То есть у меня нет решений, которые я не вижу, что будет завтра. Я очень четко вижу, что из этого решения выходит. Это было и тогда, когда я работала непосредственно, где бы я ни работала. Этому меня научили мои первые работодатели в лице Министерства юстиции Республики. Я им очень благодарна. И в праве, у юристов это заложено изначально. То есть ты должен понять, что будет дальше, оценивая позицию «за» и оценивая позицию «против». Мы направляемся в Ил-Тумен, где Ольга Валерьевна провела без малого 10 лет. Интересуюсь, не скучает ли по годам депутатства? Скучаю. Я скучаю, потому что это же был выбор населения республики с точки зрения моего Томутского избирательного округа. Быть избранным – это же очень большая ответственность. Я очень часто скучаю по своим бабушкам, дедушкам, избирателям, которые все-таки мне доверяли, и до сих пор с ними общаюсь. С ними же удается встречаться на тех же отчетах правительства.
Возможно, уже не с теми дедушками и бабушками, но с я многими всегда другими. ради людей работаю. Все это время она ведет меня в зал, где принимались важные решения и законы, определяющие течение жизни в Якутии. Здесь Балабкина выступала с докладами, защищала проекты и вела жаркие, но всегда результативные парламентские дискуссии. Вот 330-й зал – это был непосредственно зал представителей, Палаты представителей, которые работали на постоянной основе, 35 человек. Я уверена, что он должен быть открыт. Нет, не открыт, но сейчас кто-нибудь подойдет. Мы решаем не ждать, пока нам откроют, и идем открывать эти двери сами. Это, я думаю, многое говорит об Ольге Валерьевне. Преград для нее нет абсолютно никаких. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте, Андрей Иванович. Егор, все, здесь все в сборе. Я сейчас приду к вам. Мне просто-напросто надо подснять. Посмотрите, какие вы серьезные. Мне надо подснять для кино, понимаете? Для кино. В очередной раз не я снимаю, это другой ракурс этого самого. Вы хотя бы меня с радостью встретите, совесть имейте. Вы видели их напряжение? Вообще, это ужас какой. Не, я ничего не сделала. Ну, откройте мне 4-й этаж. Дальше по карьерной лестнице у вас и Минмол, и парламент, и Сургутнефтегаз, и разные перемены в губернаторах, и надбавки, коэффициенты, и приведение федеральных законов в норму с республиканскими. Вот вы сегодня, условно, в марте, оглядываясь назад, понимаете, насколько много сделано? Вот там буквально события нескольких эпох. Я счастливый человек, да, потому что, во-первых, я становилась как молодой специалист в новой республике, да, в республике с ее новой государственностью, поэтому мне известны все те, с кем я работала на период непосредственно становления республики. Я работала системно, работала в период развития республики, да, и сейчас вот в том рывке в команде Александра Сергеевича Николаева я тоже себя очень комфортно ощущаю, потому что это все очень последовательно, и я вижу эту линию преемственности. То есть иногда возникают даже такие ситуации, когда ко мне приходят и говорят: мы тут придумали новые. Я придыхаю, говорю: не креативно. Это уже было, да? Да, это уже было. Я могу сказать, что молодежная биржа впервые была создана, не помню в каком году, наверное, вот когда-то тогда-то. Давайте что-нибудь другое, давайте, вот вы же другие, давайте придумаем по-новому. Я хочу немножечко здесь остановиться на ваших особых отношениях с психологом. И я не говорю про то, что вы активно участвуете в восстановлении психологической службы. Она же долгое время была, так скажем, немножко в упадке. Да. Меня больше интересуют ваши личные отношения с психологом. Многие же идут туда, стать увереннее в себе. Вы сами пишете, что пошла учиться 2 вещам: любови к кошкам и, так скажем, научиться материться. Правда. То есть... Ругаться матом. Да. Зачем первый навык? Во-первых, непосредственно любовь к кошкам для того, чтобы восстановить баланс в семье, потому что кошка находилась в качестве практически члена семьи, и мне нужно было ее просто полюбить, да. А я я действительно до того определенного периода не любила кошек. Сейчас я очень хорошо отношусь к кошкам, это классные животные. Самое главное, чтобы они жили отдельно. Только не у меня, я все равно люблю кошек. Психологи поработали, да. То есть я приму эту историю, вопрос даже не в кошке. Нет, это не про фобию. Это не про фобию, это про умение выстраивать отношения. Все, что касается выражаться нецензурными матами, нецензурной бранью или позволять себе какие-то вещи, то есть для меня это вообще совершенно неприемлемая была до определенного периода история. Я прям боялась, стеснялась, а в какой-то момент и я понимала, что мне как будто бы чего-то не хватает. Это про какие-то такие тоже открытие собственных границ. Я вот заговорил с вами про Арго и вспомнил, вы в свое время боролись против создания ювенальной системы. Что касается ювенальной системы юстиции, здесь достаточно все-таки до сих пор, и у меня в душе остается двоякое отношение. Я точно стояла у истоков создания служб примирения между несовершеннолетними, да. Я и до сих пор убеждена, что взрослые не должны вмешиваться в разрешение конфликта несовершеннолетних. Это поколенческий разрыв. Несовершеннолетние должны научиться урегулировать конфликты самостоятельно. Их нигде никто не научит. Они сами знают, что происходило у них в душе во время конфликта. Это первая история, что касается элементов ювеналки. Вторая история, которую я всегда поддерживала, это история, связанная с
все-таки, когда на скамье подсудимых, а так как я прошла 2 года через суд, достаточно серьезной судьей Симой Андреевной Клюшиной, ей отдавали несовершеннолетних в качестве вот сидящих на скамье подсудимых, было понятно вот этот вот их, ну, такие вот очень сложные, ну, как бы их сложные переживания, да, когда они впервые сталкивались с тем, что нарушали закон. И вот здесь у меня был хороший очень проект, который мы реализовывали вместе с Министерством образования, с Федосией Габышевой, с Дарьей Слепцовой. Да, он был связан с непосредственно организацией в суде, значит, защиты несовершеннолетних, кем бы они ни были, подсудимыми или, соответственно, потерпевшими. Им нужна, безусловно, вторая защита. Да? Родители не в полной мере, как бы, ну, иногда тоже находятся в стрессе после того, как дети совершают какие-то преступления, ну, или правонарушения. И поэтому вот эта вот история, она у меня была тоже вот такой вот достаточно серьезный период в моей жизни. И сейчас то, что мы реализуем вот в Центре социально-психологической поддержки молодежи, там часть из этих проектов продолжает реализовываться. Попадая, наконец, в зал заседаний, Ольга Валерьевна немного меняется в лице и интонациях и становится как будто немного тише. Мне бы очень хотелось сесть на его место и пожелать. Ой, вообще прям ощущение кайфа, да? Работы в парламенте. Но здесь немножечко кнопки изменились, даже есть слово «приглушить микрофон», как здорово. А раньше не было? Нет, не было. Здесь была кнопочка «за», кнопочка «против». А вот она появилась сейчас вот здесь. Здесь сидел Дмитрий Николаевич Горохов, здесь сидел Мивков, народный депутат Клинского района. Ну, отсюда у тебя как-то я что-то больше, что ли, стало. А какие чувства накрывают его? Никакие пока чувства не накрывают. Накрывает чувство стука каблуков тогда, когда принималась Конституция. Когда изменение в Конституцию принималось. Вот интересно, как депутат себя чувствует, парламентарий, когда проваливает закон? Обидно? Это я была даже не депутатом, это я защищала. Комитет, да. Да, когда вот в комитете была, у меня не было провального закона. Один раз вон за той стойкой я стояла 3,5 часа, вопрос касался выборного законодательства. Я знала очень четко, что наших голосов не хватает. Фракция эсеров, которая сидела там справа, они будут голосовать непосредственно против. И нам не хватало 36. У нас было всего 35. Было очень сложно. Это закон выборный об империале. Я его вносила. Это принцип, который, вот остатки, которые остаются во время голосования, идут к партии, которая набрала больше. И, конечно, небольшие партии, они, значит, голосовали против. Ну, я прекрасно понимала, что они против. Я 3,5 часа простояла. И сегодня я бы хотела вообще здесь подойти, наверное, особенно в 8 марта. И вот это рабочее место Зои Афанасьевны Корниловой. Великая женщина, женщина-парламентарий, женщина, которая всегда находила такой, знаете, компромисс, женщина, которая находила, умела политически отстаивать, но была мудра всегда. Сейчас на втором сроке, когда вам назначили новые должностные обязанности Арктику и экологию, но вы все равно не отказались от Минмола. Потому что Минмол это политика. Ну, начнем с того, что это молодежная, это политика. Ко всему прочему, главой нарезаны задачи сегодня в моем блоке, которые являются вызывными задачами, да? Вот сегодняшние вызовы – это арктический вызов, это экологический вызов и вызов, который продиктован в молодежной среде, молодежной политикой, в молодежной политике вызов патриотического характера, ну и в том числе вот адаптации молодежи в этом вопросе. Ну и тем более все-таки не чужое, как говорится, министерство. Ну, министерство действительно не чужое. Я с достоинством вспоминаю работу в Министерстве молодежи, потому что это был период становления, и очень так комфортно мы себя там ощущали, потому что Михаил Ефимович Николаев давал возможность молодежи развиваться во всех направлениях. Ковид, 2020 год, ну, даже конец 19-го, 20 год, я думаю, одна из самых тяжелых времен в истории, наверное, всего современного человечества 21 века. Как вы о ковиде узнали? Какая была первая реакция? Задолго до? Да, конечно. Задолго до. И
в общем-то... Там же корь еще тогда была, не было ощущения такого, ну, пройдет. Ну, не было ощущения, что пройдет, только потому что вспышка была одна из самых больших по коре. То есть, ну вот бывает так, быстро ликвидировали вспышку, и вспышка прошла, да. А здесь вспышка была достаточно большая по коре, и, по крайней мере, для меня корь, вот прохождение истории с корью, оно было таким экзаменом в будущем, я уже понимала, что по ковиду нужно делать. То есть, да, инфекционное заболевание, и все. Меня каждый день, когда вот все происходило на ковиде, волновал только один вопрос. Скажите кто-нибудь, а он идет по течению обычного заболевания инфекционного, да? Значит, он идет там сверху вниз, там, плата, где мы находимся, не находимся, что произойдет дальше, то есть какой период нам нужно еще выдержать. Нам нужно было рассчитать силы. И вот какой период нам нужно выдержать, скажите, да? И когда вот уже последняя, значит, ну, вот, дельта, да, шла, как этот самый, я уже понимала, что все, счастье есть, ровно то, что мне сказали медики, он идет на спад. Он вжился в жизнь людей. Видите, вирус – это то, что живет вместе с нами. Долго не будем рефлексировать. Здесь же в парламенте следующее совещание. На повестке проведение выездного совещания Комитета Госдумы. Полчаса дискуссии и выезжаем в новое место. Осматривать здание Бригантины, где вскоре разместится молодежный центр. В машине есть время перевести дух и немного пообщаться. Коль сколько мы с вами сегодня еще и говорим и про молодежную политику, в сленге разбираетесь? Ну, не во всем. Не во всем. Что-то понимаю, что-то не понимаю. Ну, где-то какие-то вещи, да. Ну, по крайней мере, вот есть такие вещи, как, например, переписка в WhatsApp, да. Я знаю, что по возрасту определяют, если в переписке ставят скобки. Ногтей накидают, сейчас молодежь так говорит. Да, молодежь говорит, ногтей накидала. Там. Бабка ногтей накидала, да. Вот, потом, значит, я знаю, что, например, не пишут там, ну, когда улыбка, а пишут ха-ха-ха по-молодежному, да, что я еще знаю. Я знаю, либо ставят ха-ха-ха, либо ставят такие стулья. Вот 3 стулья, да, прям 3 стула, а это вот такой вот. Вот я точно знаю, что как бы вот это определяют возраст по молодежному сленгу. Готовился к этому. Я зашел в ВКонтакте, в социальную сеть. По поиску Балабкина нашел, ну, помимо плохого, я нашел хорошего. Знаете, что вас называют слонярой? Слоняра не знаю. Слоняра первый раз. Вот, смотрите, без обид. Это значит человек, который становится основой команды или компании, кого-то уверенного, спокойного, надежного, на кого всегда можно положиться. Этимология, понятное дело, с каким животным связана. Такие люди не спешат, но когда берутся за дело, их работа всегда надежна и результативна. Слушай, ну вот всяко разно меня обзывали, там, этим самым, вот даже в книге там много всяких разных. И там, бульдозер, и бульдозер, да. Ну, Синеглазка-то прям благодарю. Значит, мою, конечно же, руководитель Национального художественного музея. Вот. Ну, слоняр, значит, слоняр. Согласны? Можно положить? Ну, конечно. Скажу честно, все, кто говорил, что за рабочим темпом Ольги Валерьевны сложно успевать, были правы. Я только вхожу в двери Бригантины. Она уже взлетела 2 крутых пролета по строящейся лестнице вверх и вникает в строительные нюансы. Василий Владимирович, все, что не при царе Горохе, нас не волнует. Де-факто нам нужен, чтобы мы объект начали отрабатывать с 1 мая. Нет, давайте без окон. Точно без окон, это вообще без окон. Ну, все. Чтобы убрать лишнюю работу. Хорошо, у нас тогда от Алексеенко что зависит город? Да, что от вас зависит? В одном из интервью в самом начале пандемии, в 2021, кажется, году, вы мне сказали, в нашем с вами интервью, мне сказали, что самый страшный момент за пандемию это было для вас лично село Солбанцы. Вспышка там, когда там закрывали и пекарню. Вот сегодня, 5 лет спустя, были ли моменты, которые вжились в память сильнее, чем Солбанцы? Сказать о том, что они не могут хоронить и по-христиански попрощаться со своими родственниками. Это было то, что было сильнее Солбанцев. А когда Алдан принимали решение закрыть? Ну, все-таки Алданский район и Нижний Куранах там близко. Ну, Алдан, Нижний Куранах, я просто в большей степени понимала, что главный врач Дмитрий Дмитриевич, да, он там один не справится. То есть вот есть главные врачи, которым мы просто доверяли.
да, как бы доверяли, были уверены с Леной Ефраимовной, а Дмитрий Дмитриевич, как бы, он один бы не справился, у него очень сильный состав был, старшая медсестра очень серьезная, значит, и они держались, потому что это был такой, это непонятная вспышка, немножко нерегулируемая, такая сложная по структуре, привезенная из Москвы после онкологического диспансера. Ну, она такая. И поэтому был определенный напряг. Ну, казалось бы, ко всем ровно, а вот здесь, потому что мы знали, что Дмитрию Дмитриевичу нужно помочь, помогали более сильно. Ну, потом я так понял, что все равно пришли к выводу тому, что это было нужное, необходимое, правильное решение. Нет, Вот, закрытие Алдана – это необходимое решение, мы потому что не удержали там вообще. Угу. Еще один момент. Сразу после пандемии началась специальная военная операция. Вы тоже непосредственное участие принимаете в работе с военнослужащими, с женами, с психологической поддержкой. Когда Айсен Сергеевич вам сказал, что, Ольга Валерьевна, вы тоже будете в это вовлечены, опять же, вот возвращаясь к 2020 году, не было желания сказать, а как? А как я смогу? Нет, история, ну, во-первых, у госслужащих нет права сказать, да, можешь ты или не можешь. Есть задача, надо выполнять. Есть задача, надо выполнять. Во-вторых, никто ничего не говорил. Понимаете, да? Специальная военная операция, она просто изменила работу каждого из находящихся в команде Айсена Сергеевича. Каждого. Да? Я на тот период координировала вопросы, которые связаны, ну, как бы с медициной, и, соответственно, я понимала только одно, что ребята будут возвращаться, и у нас должна быть выстроенная схема реабилитации. И именно с реабилитацией, и со встреч, и с мамами, да, как бы мы начинали этот вопрос. Когда шла сама мобилизация, да, то нам было важно, ну, как бы был общий принцип, поддержанный главой республики Еленой Александровной Волковой, мы его выработали. Мы поддержим не бойцов, мы поддержим здесь жен. Да? И поэтому нам начинали по-новому выстраивать вот эту всю работу с женами, с мамами, значит, и, конечно же, начали трясти психологов. То есть для них это было вообще той самый вызов, один из серьезных вызовов. И появился мой визит в Московский государственный университет, когда я сказала о том, что давайте какие-то методики, нам нужно понимать, ну, то есть просчет на завтрашний день, как будет завтра, в зависимости от этого. Есть поручение, от которого я не смогла отказаться, значит, это поручение, связанное, ну, это специальное поручение главы республики, связанное с тем, что в настоящий момент я курирую доукомплектование войск Министерства обороны Российской Федерации. Простым языком мы здесь, значит, сегодня организовываем работу, патриотическую работу, работу разъяснительную, рекрутинговую. Вот здесь сложный выбор был, но я понимала прекрасно, это моя миссия, это моя роль сегодня. И как бы я не то, что не имею права отказаться, а я обязана это делать. А почему? Потому что сегодня страна находится находится в конфликте, и я должна понимать о том, в том числе я гражданин этой страны, что я скажу своим внукам, что будут говорить обо мне мои внуки тогда, когда все это закончится, где была их бабушка тогда, когда кто-то находился в зоне специальной военной операции. Потому что я свой вклад, свою роль в победу, которую должна обеспечить Россия, которая будет в раю России, я внесла. Так же, как и внесла ее вся моя команда и вносит вся моя команда, которая со мной работает. Наверное, мне было тяжелее в этой ситуации донести до моего секретариата, с которым я работаю, с девушками, о том, что у нас вот такая задача. Да, наверное, как бы они-то привыкли, что непосредственно я всегда беру самое тяжелое, да, вот и несу, потом, безусловно, это достается им, но как бы это было мне тяжело сказать, но выдохнула, сказала, мы работаем, у нас нет другого выхода. Все, что не обговорили на стройплощадке, обсудили на совещании. Сметы, планы, подрядчики, и снова пора ехать. Уже на совещание по орнитологической обсерватории.
Ольга Валерьевна, заговорили про команду. Я знаю, что она у вас долгое время не меняется, сформирована. Какой вы руководитель? Знаю, что вы не любите увольнять людей, потому что сложно найти потом замену. Нет, по-разному. Если человек хочет уйти, я никогда не буду его держать. За проступок. За проступок, у нас никто ничего не нарушает, пусть только попробует. Хорошо. Строгий и добрый, есть только правильное мнение. Есть мое и Есть неправильное. только правильное мнение, мое, другого нет. Все. Хорошо, ну все разные. Хочу еще поинтересоваться. Вы, безусловно, политическая фигура крупная, сделавшая достаточно много, говорю без преувеличения, потому что я посмотрел, в каких событиях и государственного, республиканского масштаба вы в свое время участвовали. Ну, это прям действительно большой пласт. А кто такая Ольга Валерьевна, когда она закрывает дверь своего кабинета и выходит из Дома правительства? Такая же Ольга Валерьевна. Ничего не меняется. Никто там пласты дома не переворачивает. Так же, как и все. Заходит на кухню, занимается домашними делами, поливает цветы, пересаживает цветы, ухаживает за домом. Так же, как и все. Обычные люди. Я хожу по магазинам, меня можно увидеть в магазине, в автобусе. Меня можно увидеть и без всяких вопросов. В общем, обычный живой человек. Обычный живой человек. Немножечко не формат для государственного чиновника, Почему? потому что могу ходить в кожаных штанах, например. Запрещено? Не знаю, мне кажется, это вызывает у некоторых такой, знаете, а что это она там себе позволила, или в кедах, кроссовках каких-то, определенного рода. Что она себе вообще позволяет? Вообще? Нигде же не прописано. Ну, Тем более многие ваши коллеги, я читал, отзываются о вас как о самом быстром, шевелящемся, активном зампреде, энергичном. Никогда не сидите на месте. К чему тут Нет, каблуки, я вообще если- не сижу на месте, потому что у меня всего рядом 4 кабинета, постоянно сидеть в своем кабинете. Я буду ходить, спрашивать, выяснять, смотреть, какое настроение у каждого, дверку открывать. Каждый же за дверкой за своей сидит и смотреть. Ага, сегодня так, Фаина Николаевна в таком настроении, Сардан Платоновна в таком, хорошо. Что-то не то у Натальи Николаевны, И вот так это так. Мгм. Раз заговорили о том, что вы, Ольга Валерьевна, и в Доме правительства, Ольга Валерьевна за пределами Дома правительства, я знаю, что у вас есть интересное, необычное хобби – реставрация вещей. Я люблю старые вещи. Откуда? Я не знаю, мне Что? просто нравится. Мне нравится ходить в антикварные лавки. А я постоянно ищу на каких-то там сайтах какие-то ретро, вещи, какие-то. И мне нравится. Им вместе, опять же, благодаря моему секретариату, они мне помогли освоить варианты, связанные с тем, чтобы украшать дом этими вещами. Я очень люблю лампы. Для меня прям лампы, нужно лампы привозить. У меня есть лампа француженка, есть лампа американка. Да, и это, в общем-то, такие для меня такой теплый, уютный свет второго уровня. Это такой покой. В общем, это уют, это комфорт моего дома. Это то место, которое я очень сильно оберегаю, ни для кого не открываю, в какой-то мере. А это то место, где я релаксирую. Завершаем день на финальном отчете правительства. Формат таких отчетов уникален для страны, и ни один другой регион не использует подобную форму диалога с гражданами. Ольга Валерьевна никогда не сдается. И она тот руководитель, который не делает, что-то не получилось, она не зацикливается на этом. Она мир не рухнул, идем дальше, делаем выводы, встаем и идем дальше. Работа очень тяжелая, напряженная, ответственная. Ответственность давит. И мы не можем все время быть в таком серьезном состоянии. Нам нужно расслабиться, хотя бы ненадолго отвлечься. И мы умеем насмешить друг друга. У нас есть, мы умеем насмешить друг друга. Например, я когда захожу к ней, и она говорит: Фаина, мир не рухнул, сделай лицо попроще, улыбнись. Я понимаю, что в этот момент я должна насмешить или сказать что-то хорошее. Или она прям говорит: скажи что-нибудь доброе. И я понимаю, что в этот момент ей нужно отвлечься чуть-чуть на 3 минуты. И я ей говорю: окей, пошли на Зеленый луг. И мы во время обеда просто идем на Зеленый луг, ходим там по снегу. Хочется в эти минуты немножко природы, немножко
И мы позволяем себе иногда такие вещи. На зеленый луг выходим погулять, мы вообще выходим погулять. Для того, Что чтобы дает прогулка? с природой поговорить. С природой поговорить. У природы спросить, не сильно ли мы шумим. У природы спросить, не нарушаем ли мы покой мира сегодняшнего дня. У природы спросить, хватит ли нам еще сил, чтобы пережить это сложное время, которое досталось сегодня всем, кто работает во власти. Муниципальной, государственной. Хватит ли сил для того, чтобы... Кто нам может дать эти силы? Может быть, сама природа. Отвечает? Отвечает, конечно. Ну и Ольга Валерьевна, она курирует самый тяжелый блок. Вообще все самые текущие задачи ковид, мобилизация, набор, это все вот в ее видении. И тяжелые вопросы падают именно на женщину. И самый главный совет она сказала: будь самим собой. У тебя все получается, но будь всегда самим собой. Не выходи вот за рамки кого-то, каких-то там образов или чего-то, будь самим собой. После небольшой передышки ловим Ольгу Валерьевну за подготовкой к большому телеэфиру. Спрашиваю, как ощущается, когда подводишь итоги месяца плотной работы. На итоговом отчете мы же еще услышим и позицию председателя, который все обобщит. Поэтому, конечно же, это такая история, которая, для нас она... Точка сбита. Это Новый год. Я знаю, что Ольга Валерьевна еще и бабушка. Мы можем про это коротко поговорить? Да, я бабушка. У меня в этом году внук идет в 1 класс, а сейчас я уже мучаюсь над проблемой того, что каким образом воспитать в нем, помочь воспитать дочери в нем усидчивость, да, потому что он мальчик, он такой достаточно шустрый мальчик, но у него есть 2 бабушки, ему так повезло, они оба Оли. И со мной он разговаривает на «ты», со второй бабушкой он разговаривает на «вы». Вот это, наверное, молодой человек, мужчина, который мне может сказать: садись играть со мной. Ты еще не села? Ну ты что? Слушайте. Поехали. Конечно, слушаюсь. Как я могу не слушаться внука? Конечно, сажусь там или сажу его на горбушку и таскаю там на себе как лошадка, вообще без всяких вопросов. 6-7 лет – это возраст, когда, действительно, вы правильно сказали, очень активный ребенок. А есть какой-то совет, который вы ему уже дали, и он, возможно, его придерживает? Маму слушать. Есть один совет, который есть в моем альбоме, в школьном альбоме, когда я закончила школу. Он был дан моими родителями, он достаточно прост. И он банален в какой-то мере, потому что он, как слова, да, но терять достоинство несносно, своими чувствами владей, сверху вниз смотри на звезды, на облака, но не на людей. Наверное, это характерно в каком бы времени и где бы ты ни жил. Ольга Валерьевна, в заключение спрошу. Вы часто говорите о том, что ваша главная цель на будущее – сделать жизнь в республике лучше. Неоднократно я этот статус встречал. Давайте пофантазируем с вами. Я понимаю, что будущего как категории такой вот физической, которую можно потрогать, нет. Но вот что бы вы сказали Ольге Валерьевне Балабкиной из 2035 года, через 10 лет? Сегодняшняя Ольга Валерьевна сказала бы Ольге Валерьевне из будущего, если встретились когда-то. Значит так, в 35-й год? 35-й год. В 35-й год. Значит так, не забывая о своем здоровье, поликлиника находится, значит, там-то, проходи в обязательном порядке диспансеризацию и пей больше воды.